говорит, что отношения между нашими странами хорошие, они развиваются положительно. Также мы обсуждали вопросы, которые связаны с обстановкой в Европе, в международной, и вопросы международной политики, и вообще глобальные вопросы. Olemme myös puhuneet alueellisesta yhteistyöstä, arktisesta neuvostosta ja muista alueellisista organisaatioista, ja olemme tyytyväisiä siihen hyvin käytännönläheiseen työhön ja tuloksiin, joita tämä yhteistyö, jonka me haluamme jatkuvan, tuottaa. Мы также обсуждали региональные вопросы, в том числе вопросы, которые рассматриваются в рамках Арктического совета и в рамках других региональных организаций. Мы очень довольны тем сотрудничеством, которое осуществляется в рамках вот этих организаций. Это сотрудничество прагматическое, близкое к практике. Мы также довольны теми результатами, которые мы уже получили по этой работе в рамках региональной организации, и мы желаем продолжать такое сотрудничество. Olemme myöskin keskustelleet Ukrainan tilanteesta, EU-Venäjä-suhteista ja Syyriasta. Мы также обсуждали ситуацию на Украине, отношения между Европейским Союзом и Россией, и также вопросы, связанные с Сирией. Vaikka meillä on näistä jossain määrin eriäviäkin näkemyksiä, on ollut erittäin hyvä ja tärkeää, että me pystymme puhumaan niistä avoimesti. Ja nimenomaan Ukrainan osalta siinä hengessä, että haluamme löytää sellaisen ratkaisun, joka kunnioittaa Ukrainan eheyttä ja sitä, että kaikki ukrainalaiset taustastaan riippumatta voivat elää rauhassa maassa, joka saa itse valita oman tiensä. Несмотря на то, что по некоторым вопросам наши мнения, наши взгляды отличаются, расходятся в какой-то мере, мы считаем, что очень хорошо и важно, что мы можем откровенно и прямо говорить об этих вопросах. И что касается Украины, мы обсуждали вот этот вопрос в таком духе, что у нас есть желание искать решение, которое уважает целостность Украины, и такое решение, которое обеспечивает для всех жителей Украины, вне зависимости от их происхождения и группы принадлежности, возможность жить спокойно, мирно в своей стране и самостоятельно выбирать свой путь. Me tiedämme, että EU:n ja Venäjän suhteissa on ongelmia, mutta uskon, että meitä yhdistää molempia halu parantaa näitä suhteita ja tehdä työtä kaikissa niissä asioissa, joissa meillä voi olla eriäviä näkemyksiä, lähtien siitä, että tämä on meidän molempien vahvassa intressissä. В отношениях между Европейским Союзом и Россией наблюдаются определенные проблемы, но все-таки мы исходим из того, что у нас есть совместное желание улучшать, развивать наши отношения и работать по всем таким вопросам, где мы могли, по всем таким вопросам, где наши взгляды расходятся для того, чтобы достигать взаимопонимания. И мы исходим из того, что такие обсуждения, такой диалог соответствует интересам всех сторон. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить наших хозяев и лично министра иностранных дел Финляндии Эркки Туомioja за гостеприимство и очень продуктивный разговор. Arvoisat naiset ja herrat, ennen kaikkea haluaisin kiittää Islantia ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti ministeri Erkki Tuomioja hyvästä vastaanotosta. Мы традиционно поддерживаем наш диалог на очень хорошем уровне. Вот в последнее время состоялось 3 встречи наших президентов, 3 встречи премьеров.
и президент, и премьер-министр Финляндии побывали в Сочи на Олимпийских играх. Мы с Серки регулярно общаемся, наши сотрудники поддерживают диалог на постоянной основе. Meidän välinen vuoropuhelumme tapahtuu aina hyvällä tasolla, korkealla tasolla. Viime aikoina on tapahtunut maitamme presidentin 3 tapaamista, pääministerin 3 tapaamista sekä Suomen presidentti että pääministeri ovat käyneet Sochin kaupungissa olympialaisissa. Me myös ministeri Tuomiojan kanssa jatkuvasti olemme kanssakäymisessä, samoin kuin министрами työntekijät. Для нас отношения с Финляндией имеют самоценное значение. Их характеристика – это прежде всего добрососедство во всех его измерениях, а по целому ряду направлений, таких как торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, мы вышли на уровень стратегического партнерства. Haluaisin korostaa, että Suomen kanssa suhteemme ovat itsestään tärkeitä. Ja suhteet Suomen kanssa pohjautuvat hyvään naapuruuteen. Ja tällaisilla aloilla, kuten taloudellinen ja investointiyhteistyö, olemme saavuttaneet jo strategisen kumppanuuden tason. И нам не хотелось бы, чтобы на эти взаимовыгодные отношения оказывали влияние какие-то привнесенные политические факторы, как это вот происходит в контексте общей политики Евросоюза в связи с кризисом на Украине. Были отложены заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ряд других важных мероприятий. Мы об этом сожалеем, надеемся, что в самое ближайшее время эти пробелы будут исправлены. Me haluaisi, että niin hyvän yhteistyöhön voisi vaikuttaa poliittisia seikkoja, muun muassa silmällä pitäen Venäjän suhteet EUn kanssa, koska viime aikoina on lykätty talousyhteistyökomission istunto ja erittäin muita tapaamisia. Потому что в конечном итоге наши отношения касаются не чьих-то прихотей, чьих-то односторонних пожеланий, а именно взаимовыгодного партнерства, касаются реализации совместных проектов, которые приносят новые рабочие места, повышают благосостояние наших граждан. Этим нужно дорожить и не приносить это в жертву политизированным подходом. Meidän suhteemme eivät tarkoita jonkun yksipuolista tahtoa, yksipuolisia huippuja, tämän tyyppistä. Päinvastoin kyseessä on kumppanuus, joka tuo uusia työpaikkoja, ja haluaisin korostaa, että tällaista kumppanuutta on pidettävä arvossa. И, наверное, в экономике нужно ориентироваться прежде всего на деловые круги, которые лучше других понимают и свою выгоду, и те перспективы, которые существуют в этой сфере, в том числе для создания новых производств. И в этой связи отмечу, что, несмотря на известные призывы и меры давления со стороны руководства Евросоюза, да и Соединенных Штатов, недавно в Санкт-Петербургском экономическом форуме приняли участие более 40 финских компаний, в том числе из числа ведущих. Taloudellisissa suhteissa on otettava huomioon ennen kaikkea liikepiirien näkemyksiä, koska tämä on tärkeää yhteistyön kannalta ja pitää pohjautua myöskin mahdollisuuksiin kehitellä uusia tuotantosuuntauksia. Haluaisin sanoa, että huolimatta siitä, että EUn ja USAn taholta on tapahtunut painostusta, Pietarin talousfoorumi otti osaa yli 40 Suomen yrityksen edustajia. И мы с нашими финскими партнерами едины в том, что будущее наших торгово-экономических связей в развитии кооперации, в развитии инвестиционных проектов и высокотехнологичных производств. Для этого есть все основания, и важно, чтобы политики с обеих сторон помогли деловым людям реализовать эти перспективы. Olemme Suomen kumppanien kanssa samaa mieltä siitä, että tulevaisuus meidän välisissä suhteissa on talousyhteistyössä, investointiyhteistyössä
ja uusien tuotantosuuntauksien, tuotantolaitosten kehittymisessä. Ja on hyvä, jos poliitikot auttavat tällä alalla. Мы также констатировали с удовлетворением поступательное развитие диалога в сфере культуры, развитие гуманитарных связей, контактов между молодежью и в целом между гражданским обществом двух стран. Myös olemme todenneet sen, että kehittyvät suhteet kulttuurialalla, humanitaarisessa yhteistyössä, nuorisoalalla ja yleensä kansalaisjärjestöjen tasolla. И я считаю, что наши отношения являются примером того, как страны руководствуются прежде всего своими коренными интересами. Рассчитываем, что это послужит хорошим примером для многих других наших партнеров. В любом случае, очень ценим позицию Финляндии в пользу поступательного, без искусственных препятствий, развития нашего стратегического партнерства с Европейским Союзом, недопущения попыток политизировать этот процесс. Välisiä suhteitamme, kuten Venäjän ja Suomen väliset suhteet, ovat hyvä esimerkki siitä luovasta kehityksestä, mikä voisi olla esimerkki myös muille kumppaneillemme. Ja pidämme arvossa että suhteita myös silmällä pitäen mahdollisia suhteiden kehitystä EUn kanssa. Что касается Украины, которая, естественно, была одной из центральных